Давайте сегодня поговорим о детях, которые остались без родителей. Как государство помогает им обрести семью? Мы разберем систему защиты детей в Казахстане, ее успехи, ее проблемы и что на самом деле скрывается за сухими цифрами и законами. Это история о надежде и поиске дома. Каждый ребенок заслуживает расти в тепле и заботе, в семье. И это, знаете ли, не просто красивое пожелание, а базовая потребность. Именно поэтому в Казахстане создана целая система, которая помогает детям найти свой дом. Давайте посмотрим, как она устроена. Для начала давайте оценим масштаб. Сколько детей в Казахстане нуждаются в опеке и какие самые первые шаги предпринимает государство, чтобы им помочь. Все начинается с одного, казалось бы, формального шага, с постановки на учет. Как только становится известно о ребенке, оставшемся без родителей, государство берет его под свою защиту. Это, по сути, отправная точка на пути к новой семье. Итак, ребенок на учете. Что дальше? Как именно он может попасть в семью? В Казахстане для этого есть 3 основных пути. Давайте разберем каждый из них по отдельности. Первый и, пожалуй, самый фундаментальный путь– это усыновление. После решения суда ребенок получает абсолютно все права и обязанности родного сына или дочери. Это, без преувеличения, решение на всю жизнь. Следующая форма– опека. Чаще всего опекунами становятся родственники– бабушки, дедушки, старшие братья или сестры. И здесь решение принимает уже не суд, а специальный орган по защите прав детей. И третий вариант– патронат. Тут ключевое слово «договор». Патронатный воспитатель, по сути, выполняет профессиональную работу и получает за это зарплату. Главная цель– подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Вот эта таблица отлично показывает главные отличия. Усыновление– это полное принятие в семью без финансовой поддержки от государства. При опеке выплачивается пособие на ребенка, а патронат включает и пособие, и зарплату воспитателю. То есть 3 разных механизма для разных жизненных ситуаций. Но система не стоит на месте. Законы постоянно меняются. Давайте посмотрим, какие новые требования появились, чтобы сделать жизнь детей в новых семьях безопаснее. И вот в 2024 году были приняты очень важные поправки. Законы стали строже, и главная цель этих изменений– свести к минимуму любые риски для ребенка, который попадает в новую семью. Так что же конкретно изменилось? Во-первых, приоритет теперь безоговорочно у родственников. Если их нет, ребенка могут передать только в семью, состоящую в официальном браке. Введен строгий запрет для людей под следствием или с проблемами психического здоровья. И вдобавок ко всему, опекуны теперь обязаны ежегодно отчитываться о своем здоровье, доходах и отсутствии судимости. Проще говоря, цель всех этих мер одна – безопасность. Государство пытается создать такой фильтр, который бы отсеивал любые потенциальные угрозы для жизни и здоровья ребенка еще до того, как его передадут в семью. Однако даже самые строгие законы не делают систему идеальной. Существует очень болезненная проблема, которую называют вторичным сиротством. Это когда ребенок, уже обретший семью, снова возвращается в детский дом. Этот вопрос заставляет посмотреть на ситуацию глубже. Почему так происходит? В какой момент счастливая история превращается для ребенка в новую трагедию? А теперь цифра, которая, честно говоря, шокирует. Всего за 4 года с 2017 по 2021 число детей, которых вернули в детские дома, выросло на 64%. Это не просто статистика. За этим ростом стоят реальные детские судьбы. Так в чем же причины? Эксперты называют несколько: психологическая неготовность семьи, трудности с поведением ребенка, финансовые проблемы. Но один из ключевых факторов вот какой. До недавнего времени для опекунов и патронатных воспитателей, в отличие от усыновителей, не было обязательной психологической подготовки. И вот результат. Почти все случаи возврата, 99%, происходят как раз в семьях опекунов и патронатных воспитателей. То есть именно у тех, кто не проходил обязательную подготовку. Простое совпадение? Вряд ли. Так каким же может быть решение? Ответ, в общем-то, напрашивается сам собой. Нужно не только проверять, но и готовить. Готовить будущих родителей к трудностям и поддерживать их уже после того, как ребенок появится в доме. Очень важно помнить вот что. Момент, когда ребенок переступает порог нового дома, это не финал, это только начало. Самая сложная и важная работа по выстраиванию доверия и любви начинается именно тогда.
Конечно, государство не оставляет семьи один на один с проблемами. Есть ипотечная программа «Бахты-ты от басы», есть финансовые пособия. И что самое главное, теперь психологическая подготовка стала обязательной для всех, кто хочет взять ребенка в семью. Но давайте посмотрим и на общую картину, чтобы быть объективными. Хотя рост числа возвратов тревожит, их общая доля очень мала, меньше 1% от всех детей, нашедших семью. Это не значит, что проблемы нет, но это помогает понять ее реальный масштаб. И в конце мы возвращаемся к главному вопросу. Что нужно, кроме законов и денег, чтобы ребенок стал счастливым в новой семье? Как создать не просто крышу над головой, а настоящий, любящий дом, где можно залечить раны и почувствовать себя в безопасности? Ответ на этот вопрос, пожалуй, важнее любых отчетов и статистик.